На днях мы получили еще 450 тысяч лей с фонда, которую мы непосредственно сразу перечислили подрядчику. Ранее было получено еще 550 тысяч, то есть всего было перечислено из экологического фонда 1 000 000 лей для реализации проекта по водоснабжению села Гайдар. Также 661 тысяча лей было перечислено с исполкома Гагаузии, это в виде контрибуции, из которых 600 тысяч мы перечислили подрядчику в виде контрибуции. То есть всего на общую сумму получается у нас 1 100 000 мы перечислили подрядчику для реализации этого проекта. Но всего стоимость проекта стоит 4 901 000, то есть грубо 5 миллионов. С 5 миллионов мы перечислили 1 100 000. То есть разница остается большая. Мы надеемся, что экологический фонд все-таки до конца года еще хотя бы один транс перечислит. Мы подали заявку еще на 1 700 000, которые работы уже выполнены. И надеюсь, что до конца года еще вот этот второй транш, даже не второй, уже получается третий транш, перечислен будет с экологического фонда. Проект реализуется, практически сети по всему селу уже проложены. Остались установить колодцы обвязочные, чтобы взять водопроводные сети и пустить воду людям. Значит, с понедельника подрядчиком уже договоренность есть. С понедельника, то есть 26-го, они приезжают. Начинаем также продолжать устанавливать вот эти колодцы, обвязывать водопроводные сети. И мы уже начнем по участкам испытывать сети, хлорировать, то есть делать все необходимое и подключение людей к сетям, основным сетям водопровода. Также я хочу добавить, что в многих информационных сетях была неправильная заметка такая, что у нас 3 месяца без воды. Это имеется в виду, в сетях водопровода у нас не было воды. Фактически скважина работала, и скважина работала на вывоз с баками. То есть вода у нас целое лето была постоянно. Просто единственное, да, действительно, это дорогое удовольствие людям. Вода возилась с баками, а вода была постоянно.